У меня достаточно информации, ежедневно, ежечасно, чтобы правильно оценить ситуацию. Вот альтернативу тому, что наши прогнозы всецело и полностью оправдываются, и мы абсолютно в точку бьем, откуда исходит зло, вот альтернативу этому и выдвинули. Вот как раз каждый раз, когда ситуация усложняется. А что для разумного мира мало того, что сейчас выплевывается в средствах массовой информации, чтобы убедиться самим в беззастенчивой лжи, шантаже, терроризме глобальных размеров. И причем подхваченные западными, в том числе и Штатами. Причем охотно. Видимо, Дудаев уже не угоден ни западному миру, ни России. Почему? Только по одной причине. Дудаев стоит на букве закона международного права и существующих законодательных актов. И ни шагу никуда с первого дня. И вот им надо повернуть свое русло, особенно России, где высшие политические органы нелегитимны. Об этом говорит Дудаев. Дудаева не могут простить. А вы не заметили, когда у нас обостряется ситуация? Так, вроде все смирились, пусть это Ичкерия или Чечня, как они ее называют, ковыряется внутри, пусть сама вздыхает, а мы только не вздыхаем. Мы идем семимильными шагами вперед от всех бывших союзных республик и государств. В экономике, в производстве, в социальном, бытовом. А появляется именно ситуация, усложняется тогда, когда мы проводим мероприятия, раскрывающие всю тяжесть мирового вандализма, идущего из кремлевских кабинетов. Мы только что провели конференцию международного народоубийства в СССР, идеология, политика, практика, как тут же лихорадочно заготовленный вариант ускоренными темпами от Дудаева. После статьи моей, появившейся в Мегаполис Экспресс, где я даю свое видение, что происходит в Союзе и мире. Вот эти две как раз постановки явились фактором, переведшим нынешний режим в России, агонизирующий ситуацию. Буквально агонизирует. Третий фактор. Не найдя никакого понимания во взаимоотношениях с высшими политическими властями в России, которые нам при каждом переговорном процессе обходится очередной диверсией, терроризм, провокацией, общественно-политические силы решили на уровне народной дипломатии найти взаимопонимание. И, кажется, нашли первооснову, ключевую позицию, схожую, скажем, с национальным собором русским. Вот это третье, что не понравилось нынешнему режиму. И нынешний режим сделает все, чтобы удержать власть в своих руках, ибо им придется за окровавленные руки очень больно расплачиваться. 11-й фактор. Чечню сделали крохоборы, сидящие в высших эшелонах власти России, испытательным полигоном. На нас испытывают, потом переносят сценарий на Россию. И в этот раз Чечня это всего лишь только повод, а фактически щупальца направлены под президентское кресло. Чего они боятся? Они боятся, что придут демократические силы на законном правовом основании, и оттуда их тихонечку сместят. Вот этого они не хотят допустить. И для этого совершают тягчайшие преступления перед собственным российским народом. Вот увидите, что в ближайшее время, мы и раньше говорили, что Ельцин, мы убеждены, или абсолютно отстранен от реальной ситуации, уже отстранен, не владеет ситуацией, поскольку ему
доступ к его информации идет отфильтрован только Филатов. Возле Филатова сидит Завгаев. Возле Завгаева сидит Хасбулатов. Стирается. Там Маматаев, там Хаджиев, там Тугаев, там и этот параноик Авторханов. Вот на их шкурах и делают политику в России. Какая цель? На власть президента претендует Хасбулатов, как незаконный, якобы отстраненный от должности председателя Верховного Совета России. На эту же власть претендует Рудской, как вице-президент, незаконно отстраненный, насильственно отстраненный от вице-президента. На эту же власть подталкивает Черномырдина, как имеющий указ президента о правопреемственности Черномырдина президентом. И этот указ и два претендента очень сильно, больно действуют на всех непременно. А инициативу перехватил Филатов. И Филатов заигрывает с Лужковым. Вот теперь Филатов прибрал все и вся и закрутил всю эту кашу. И когда вот все 3-4 кандидата на президентский кресло передерутся, вот тогда пирог достанется Филатову. По сути дела, он сейчас от имени президента и президентской администрации полноправный управитель, который бы должен нести ответственность за все. Но он тихо скрывается, то он в отпуске в этих событиях, то он еще где-то. А всю эту кашу заварилась в канцелярии Филатова. У нас есть документальные материалы, подтверждающие, вот эта последняя заготовка идет из его канцелярии, из его кабинета. Хотят агрессивными, провокационными, значит, демонстративными, лживыми, террористическими действиями укрепиться у власти у кормушек. Каждый создает спортивные силовые структуры. Все Магараджи уже имеют свои силовые структуры, своих боевиков, оплачивает их несметными средствами. Так вот, на Чечню, на дестабилизацию Чечни и на опробование варианта на Чечни, который должен состояться по сценарию России, отпущенные, страшно называть эти цифры, средства из российской казны. Ну, их назвал сам частично директор ФСК в своем интервью, что он запросил 1 200 миллиардов, а ему дали всего лишь 99 миллиардов. Это его интервью. В 1992 году еще Бабурин, депутат Верховного Совета, сделал официальное заявление с трибуны, и не где-нибудь у экрана, и не где-нибудь интервью, в своем докладе Верховному Совету. 32 миллиарда в последнее время отпущенные для свержения власти в Чечне не лучше было бы пустить на обустройство нищих, стоящих в Москве, и решить их проблему, которая перекрыла бы все их нужды. Ничего дурного для своего народа и государства я не сделал, а сделал только положительное. И нам не могут простить сегодня, что Чеченская республика имеет свою экономическую программу. Рост производства, синусоида каждый день идет вверх. Социальное устройство. То, что здесь раньше не делались десятилетиями, а когда делалось 10 лет что-то подобное, один элемент, рапортовали каждый месяц и каждый день, здесь делается днями и неделями. Есть экономическая программа, есть рост производства, сохранено все имущество. Может быть, не так, как хотелось. Крохоборы, конечно, в свое время хорошо здесь загребли те, которые сейчас оппозиции сидят в Москве и поедают по $300 в сутки платят в офисах за одного. Там они осели уже прочно.
и едят их российские деньги. Теперь уже. Здесь они часть только взяли, а сейчас доедают всю российскую казну. У нас караван идет. Идет созидательный процесс, идет реформа образования, идет реформа здравоохранения, налажено производство, обновляются технологии. Если сейчас перечислить, что сделано при таких условиях, блокады, терроризме, диверсиях, провокациях, если выложить за эти 3 года, что сделано, за последние 2, и давайте идите к экономистам и производственникам, и что сделано за 10 лет вперед подобного рода. Мы проложили десятки километров газа. Мы проложили десятки, сотни километров новых дорог. То, что запланировали 11 лет назад, как подарок Чечне, 11 лет назад, якобы за добытую увеличение добычи отсюда нефти довели до 21 миллиона тонн. И в залог к концу строительства этого моста 7-километрового планировалось 25 миллионов тонн, обещали здесь добыть. Вот такой подарок Центрального комитета, брошенный 11 лет назад, мы за 3 месяца сейчас заканчиваем. С нуля. 7-километровый мост высотой 27 метров, гигантское инженерное сооружение. Десятками лет. И таких объектов обновляются технологии нефтедобычи. Впервые Атлантический океан пересекла самая совершенная технология американского производства и стала у нас. И это не могут простить, пытаются ее взорвать. Вы понимаете, если бы я был болен тщеславием руководителя, я просто не хочу уступить крохоборам и дать им ввергнуть республику на разграбление. А я властью не болен. Для меня благополучие моего народа и этого государства важнее моей жизни и моего будущего. Я намерен не только не выставлять свою кандидатуру, я вам сделаю откровение. Если это будет в пользу моего народа и государства, Россию и мир не устраивает Дудаев. Его должен устраивать чеченский народ. Давайте заключим. Мир признает Чеченскую республику. Я в этот день ухожу безвозвратно с политической арены и ухожу в Рашид пути. Научусь. Давайте поторгуем. Подписываем соглашение о признании, и я ухожу. Передаю власть законным органам, без конфронтации, без помпы, с чувством выполненного долга. Весь мир не устраивает теперь меня. А если устраивает, уважает мой народ, его право на независимость, пожалуйста, сегодня подписываем, завтра я сдаю полномочия. И обещаю, ни в какие политические игры, в игры я и не играл, а уж потом тем более. Значит, я же еще раз говорю, хочешь наказать, лиши разума. Лиши разума. Ну, пусть располагается вдоль границ, что я с ним должен делать. Пусть располагают, и пусть живут, если это угодно, если это выгодно, если это принесет какую-то пользу. Если они не понимают, что казаков как разыгрывали все 300 лет в России в качестве мальчиков для битья, если они еще и не осознали, в очередной раз отработают, и потом их же будут сажать и расстреливать. Вот все. В очередной раз будут массовые репрессии против казачества. Отработали вариант, отработали материал России и высшим политическим руководителям не нужен. Тем более вооруженные, имеющие свою структуру и свое «я».
Зачем они им нужны? Они их будут опять под всеми предлогами, то ли по одному вывозить, расстреливать, то ли массово переселять на новые места. Якобы там на востоке японцы, китайцы. Вот надо опять усилить. Повторить все, что повторились казаками и в прошлый раз. Вот и все. Странное дело. Вот к вам в России пришел параноик и сказал: я создал временный совет, и я хочу провести референдум. А почему вы не проведете? У вас же тоже обстановка в России похуже, чем в Чечне. Взяли бы, да провели референдум. Появится третий, тот создаст временный совет. Там уже у вас в Москве наших сидят временное правительство, правительство народного доверия, теперь временный совет. Что-то они у вас как грибы растут с каждым днем. Интересная постановка вопроса. Вот это как раз мне не позволят сделать. Это будет моей слабостью. И слабостью, и предательством тех, кто стоит за мной. Пусть они предложат этот вариант народу. Почему мне предлагать? Те, которые пойдут голосовать. Если народ скажет: давай проголосуем, я, пожалуйста, в любой день. Скажет народ, придет и скажет: Захар, вот твое пребывание у власти для нас уже становится тяжковатым бременем. Мы не выдержим. Не выдержим. Давай-ка ты сложи полномочия. Есть! Если мне это скажет народ. А если не скажет из гордости, а я сам почувствую, что народу навязывается здесь внутри неправильная конфронтация, то и в этом случае я вправе принять уже решение сам. И не ждать, пока народ придет попросит. Так что вы в своей России разберитесь, у вас еще назревают процессы, о которых вы здесь говорите, и предложения. Вам еще будут такие предложения. И досрочные референдумы, и досрочные выборы, и уличные походы, и борьба группировок. Печати, что решение проблемы действительно есть и назревает, но назревает не с нашей стороны, а со стороны Республики России. И как-то такую ситуацию, как вы говорите, Она уже давно перезрела за 3 года. Здесь столько навязывали конфронтацию, ответную реакцию чеченцев к русским, что уже сталь, наверное, от перегиба лопнула бы. Это очередной, и ничто не заставит ни Дудаева, ни пока я у власти, ни чеченский народ ответно действовать. Я заявлял, еще раз заявляю, ничто меня не заставит пойти на терроризм, на диверсии и провокации, независимо, к какой национальности этот человек не относится. Ничто. И то, что со Ставрополя там изгнали бедных чабанов, 170 семей пришли там под видом казачества, спецслужбы, убили 17-летнего парня, потом 60-летнюю старуху, избили, искалечили, измордовали, в 1 час подняли, загнали сюда, и там же вели обработку. Вот идите туда, вы выгоняете оттуда русских. И на встрече на границе к ним пришли так называемые оппозиционеры. Оппозиционеры, которые подогревали: давайте там с сел выгоняйте русских, но мы послали отряды, как только узнали ночью. Не-не. А группа, которая пошла для охоты русскоязычного населения в Наурский район, при возвращении обратно ночью обстреляли из кустов и убили 3 наших парней пограничных. Вот такой ценой. Да, Наурский и Ранчиш объединяется мостом. С Наурского переехали на Надпиричную сторону, и там
Да, Ищерский мост. И там из засады обстреляли. Как раз они поехали, помогли там, значит, беженцам, объяснили ситуацию.